Сердечко поднимите выше, да, выше да, сердечко. Угу. Вот микрофон, это П2, по-моему. А, и здесь тоже. Ну вот давайте вот сюда. Извините. Это не то сердечко? Да вот, давайте это. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Владимир Владимирович, хайырлы сағатта, хурматлы коллегалар. Сәлем башкорттарға. Я приехала из Республики Башкортостан. Меня зовут Гульназ Хайбульна. И, Владимир Владимирович, мы очень любим свой город, столицу Республики Башкортостан. И вы недавно подписали указ о праздновании 450-летия нашего города. Вот хотелось бы узнать, какую поддержку окажет именно федеральный центр в развитии нашего города? Ведь все знают, что в день рождения мы что делаем? Наряжаемся. Но дело даже не... Вот поэтому мы хотели бы провести этот праздник с большим размахом, но дело даже не в хороводах, концертах, потому что сейчас пандемия. Мы хотели бы, чтобы у нас строились новые социальные объекты, чтобы дороги были ровными, чтобы было много красивых зданий. Вот хотелось бы узнать, какую поддержку окажет федеральный центр, и в том числе вы, как президент, какой сюрприз нам готовите, и приедете ли к нам? Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно. Уфа — замечательное место. Поволжье — одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была и одним из центров исламского мира в России, и сейчас тоже остается таким. И вот, что касается юбилейных дат, то мы не случайно выпустили с коллегами и соответствующий документ по подготовке. Но в ходе подготовки мы определимся с руководством республики о том, что является приоритетным. И здесь я хотел бы опять вернуться к тому, что здесь вот коллегой вашим было сказано, или вернее к вопросу, который был поставлен по многодетным семьям. Здесь не нужно нам дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, на социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, или, может быть, даже что-то немножко перераспределить, с тем, чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, так, как она этого и заслуживает. Да, если дополнительные, можно и дополнительных денег подумать. Мы решим, если с коллегами из республики. Зур Рахмет, Владимир Владимирович, и еще можно вот предложение провести чемпионат мира по хоккею у нас возможно? Мы славимся Салаватом Юлаевым, и да, хотелось бы, конечно... Салават Юлаев — отличная команда, безусловно, и самого высшего качества. Насчет чемпионата мира сейчас я не готов ответить. По-моему, ближайший чемпионат мира планируется в Питере, и там соответствующие сооружения даже готовятся. Но, тем не менее, это не от нас только зависит, это зависит от Международной федерации хоккея. И все-таки Питер и Уфа достаточно далеко друг от друга находятся. Насколько по логистике это будет возможно. Но Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести соревнования, международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении. Спасибо.